Гамлет заговорил на татарском. Премьера в Казани. Постановку готовят артисты театра имени Карима Тинчурина. Она отличается от оригинала. Нет пышных королевских костюмов. Да и само действие происходит не на театральных подмостках. На генеральной репетиции побывали наши корреспонденты. Финальная сцена. Бой Гамлета и Лаэрта. Датский принц согласился на поединок, но на сердце тяжесть. Понимает, что это ловушка. Гамлет побеждает. По тексту. Все как у Шекспира. Но внешне много необычного. Режиссер разрушил привычные стереотипы. Нет средневековых костюмов, не гремят латы рыцарей. Офелия играет на электропианино. Для чего? Для того, чтобы зритель понял, что страсти и проблемы, которые испытывал Гамлет, они в принципе остались такими же. Я уже давно и не раз говорил о том, что люди не меняются, меняются технологии, а люди, они остаются прежними. Костюмы простые, да и декорации минимум. Все внимание на сюжет, эмоции, игру. Представят не все произведение, сцены из него. К примеру, не упомянут королевского шута Йорика. И легендарное «Быть или не быть» прозвучит не на татарском. В оригинале. Такое трудно перевести. Актер Артем Пискунов признается, что роль далась нелегко. Понимаете, первое ощущение, когда мне сказали, что я буду играть Гамлета, это был страх, это была радость, неимоверная радость. Потом страх из-за того, что это ответственность, то, что это на артиста полагаются. Понимаете, любая роль сложная. А прочувствовать трагизм поможет средневековая акустика. Этот спектакль проходит в фойе. Фотографии актеров театра на время занавешены. Действие разворачивается прямо перед зрителями и на балконе. Нужно поэкспериментировать с новыми формами. В данном случае это пространство. Здесь очень хорошая акустика. В свое время до революции когда-то здесь давались балы на балконе. Был оркестр внизу. Танцевали пары. И здесь великолепная, потрясающая акустика. Она сродни акустике средневекового замка. Рашид Загидуллин признался, что шел к этому дню 10 лет. И именно сейчас есть все 3 слагаемых успеха. Время, автор, коллектив. Как учили в Ахтанговской школе. А как получилось, оценят зрители.